В Воркуте присвоено звание «Город трудовой доблести». Заполярная кочегарка, как ее прозвали в народе, стала одним из 12 городов Российской Федерации, которым будет присвоено это звание. Указ будет подписан в ближайшее время. Решение об этом озвучил президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа». Позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего оргкомитета будут удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время. Итак, я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России, крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы. В их числе город Аха на севере Сахалина. В 1942 году люди сделали, казалось бы, невозможное. Проложили на материк через Татарский пролив нефтепровод. Сражающейся родине Аха дала 3 миллиона тонн черного золота. По праву гордиться своими земляками смогут и в подмосковном Ступино, где в годы войны выпустили свыше 27 тысяч авиационных винтов и 7 тысяч тонн алюминиевого листа для самолетов. Многократного роста производства добились жители Воркуты. За годы войны здесь открыли 10 новых шахт, добыли более 6,5 миллионов тонн угля. Президент поздравил с присвоением почетного звания жителей 12 городов России. А мы напомним, активное участие в присвоении в Воркуте почетного звания принимал депутат Госсовета Коми Руслан Магомедов. Именно он представлял проект постановления коллегам на заседании регионального парламента, представлял интересы жителей Заполярья и общественных организаций, которые обратились в Госсовет, чтобы и их родному городу был присвоен такой статус. На Госсовете выступал, обращение было отправлено по многочисленным просьбам жителей и общественных организаций, но, к сожалению, из 12 городам только 11 городам присвоили, и в Воркуте не присвоили. Поэтому по поводу мы хотим дополнительно сделать акцию, чтобы не только Воркута и подключились, и вся целиком республика. По словам Руслана Магомедова, в военное время воркутинские шахтеры и железнодорожники трудились в 2 смены, выполняли почти 150% план работы, чтобы отправить уголь в блокадный Ленинград. В то время шахты Южного Донбасса оказались на захваченной немцами территории, и благодаря Воркуте уголь поставлялся в города СССР. Присвоение звания – это дань шахтерам, которые трудились в непростое время. Статус поможет вызвать интерес у молодежи к изучению истории города и уважению к людям, совершившим трудовой подвиг. Почетное звание обязывает к особой организации праздничных мероприятий к памятным датам – 1 мая, 9 мая и 26 ноября, День города. В эти дни будут обязательными праздничные салюты.